Очередной инцидент на границе. Кыргызстан комментирует, Таджикистан хранит молчание. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете все подробности. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Как вы, наверное, уже знаете, на границе Таджикистана и Кыргызстана уже не в первый раз разворачиваются конфликты. Руководство Сагдийской области Таджикистана и Баткенской области Кыргызстана обсудили очередной приграничный спор, произошедший 17 апреля. В субботу между жителями приграничного села в Исфари и Баткена произошел конфликт. Таджикская сторона пока не прокомментировала инцидент, а власти Кыргызстана сообщили СМИ, что 17 апреля около полудня кыргызстанцы начали ремонтные работы на водозаборе Головной. Однако жители таджикской стороны выразили протест. Произошла словесная перепалка, в результате чего работы были приостановлены. На место обеих сторон прибыли представители местных администраций и пограничники. Как сообщает пресс-служба администрации Баткенской области Кыргызстана, около 30 жителей села Ходжа-Ало участвовали в протесте и пытались воспрепятствовать строительным работам, что привело к недопониманию между сторонами. А если вы хотите или говорите, нет, земля наша, и мы должны любыми путями ее взять, вот я обращаюсь к вам, Ташиев, да, вы об этом очень сильно пожалеете. Как вы относитесь к сложившейся ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Тем самым чиновник высшего ранга делает большую провокацию между двумя странами. Большую провокацию, огромную провокацию. Я мог бы тогда сразу ему ответить. В видеороликах, размещенных в социальных сетях, жители из фаринского села Ходжа-Ало говорят, что эта территория не обозначена, и до тех пор, пока не будет проведена демаркация границы, строительные работы здесь не должны проводиться. По данным кыргызских СМИ, на место инцидента прибыло руководство Баткена и Исфары. Кыргызстан и Таджикистан разделяют граница протяженностью 970 километров, из них согласовано 519 километров, а оставшаяся часть значится спорной. Такая ситуация зачастую приводит к разногласиям по вопросам использования воды и между жителями приграничных сел. Иногда такие инциденты заканчиваются трагически, с человеческими жертвами. Этот раз, слава богу, такого не произошло. Но чем дольше этот конфликт не решается, тем больше вероятность жертв. И чиновники, которые у власти с обеих сторон, понимаете, которые должны прийти, дипломаты, прийти, сесть и прийти к чему-то общему и равному для обеих сторон. Вы согласны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.